Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Для десятков тысяч школьников Якутии начался новый учебный год. Что делается для благополучия ребенка в республике? Гостья студии сегодня Туяра Васильева, уполномоченный по правам ребенка в республике Саха-Якутия. Туяра Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот кто чаще всего обращается в институт уполномоченного по правам ребенка? Сами дети или их родители? И с какими проблемами они обращаются к вам? Ну, конечно же, вопросы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в первую очередь волнуют законных представителей. Это родителей и опекунов, которые воспитывают сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И обращения составляют где-то 3/4 от всего количества обращений. Во вторую очередь обращаются родственники, это тети, бабушки, бывает обращаются и дедушки в защиту прав своих подопечных. А также вот что касательно детей, их количество незначительно, всего 1% от всех обращений. В прошлом году, например, поступило 3 обращения от детей, и на эту дату тоже 3 детей обратилось в защиту своих прав. Если судить по характеру обращений, то в первую очередь поступают обращения по нарушению прав в области образования, социальных прав, жилищных прав. Ну, в основном, вот Такие первая направления, тройка, да, такая. И как вы реагируете вот на эти обращения? Какие меры принимаете? Кстати, я еще семейные еще бывают вопросы по вопросу определения места жительства ребенка, лишения родительских прав, ограничения родительских прав. Вот эти вопросы одни из сложных. И как реагируете на эти обращения? Каждое обращение у нас детально изучается, и совместно с министерствами, ведомствами, совместно с органами местного самоуправления, с профильными организациями мы эти вопросы решаем комплексно. Вот какие обращения, на ваш взгляд, самые сложные? Ну, на мой взгляд, самые сложные — это когда обращаются по поводу жилищных проблем. Но несмотря на то, что в республике делается очень много в решении вопроса по улучшению жилищных условий, например, в ДФО наша республика занимает 2-е место по вводу жилья. В прошлом году порядка 600 тысяч квадратных метров было введено в республике. Также высокими темпами ликвидируется аварийное ветхое жилье. Более 12,5 тысяч семей получили квартиры. Также 408 детей-сирот получили жилье. Также многодетные семьи с 5 и более детьми, 83 семьи улучшили жилищные условия. Но все же эта проблема остается острой. В очереди стоят порядка 1200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И порядка 2000 многодетных семей с 5 и более детьми ожидают улучшения жилищных условий. Так что эта проблема, конечно, очень острая. С какими ведомствами, министерствами, общественными организациями вы тесно сотрудничаете в своей работе? Ну, деятельность уполномоченного, она только дополняет существующие средства защиты прав и законных интересов детей. И специфика деятельности уполномоченного такова, что поступают вопросы, обращения практически во всех, ну, по всем вопросам, например, и по образованию, и по здравоохранению, и по жилищным вопросам, и по семейным спорам. И поэтому можно сказать, что Институт уполномоченного по правам ребенка сотрудничает практически со всеми министерствами, ведомствами, с органами местного самоуправления, с общественными организациями, так, например, с Министерством внутренних дел, Министерством образования, здравоохранения, Министерством труда. Мы вплотную работаем с прокуратурой, с Следственным управлением Следственного комитета. С ними заключено у нас соглашение, и в рамках этих соглашений мы взаимодействуем. А о чем соглашение? Есть, может, какие-то подробности расскажите? Ну, соглашения, они взаимодействие, оказание помощи в решении вопросов по
по семьям с детьми. Понятно. Вот этим летом было много трагических случаев с детьми. Какая причина? И можно ли их как-то предотвратить? К сожалению, да, этим летом трагические случаи унесли жизни наших детей. Ам, Большинство из них случилось по недосмотру родителей, ввиду ненадлежащего контроля за детьми. Их можно было, конечно же, предотвратить, поэтому я обращаюсь к родителям, чтобы не оставляли без присмотра своих малолетних детей, обучали их безопасному поведению и своим примером показывали правильное поведение и обучали основам безопасному образу жизни. Ну, наверное, в первую очередь в данное время сейчас особая опасность на дорогах у нас возникает. Да? Да, Здесь обратить особое да, внимание. дети возвращаются с каникул, могли отвыкнуть от интенсивного дорожного движения, и поэтому нужно с детьми повторить правила дорожного движения, пройти безопасный маршрут до школы и, конечно же, ну, очень хорошо помогает светоотражающие элементы, обеспечить детей, желательно светлой Ну одеждой. да, Да, на рюкзак можно повесить да, это, да, элемент. да, и повесить светоотражающие элементы на одежду или на рюкзаки. А вот сколько в республике детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? Уменьшается ли их количество? Часто ли берут детей-сирот в приемные семьи? Ну, на 1 января этого года в нашей республике проживает 3972 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. Более 88% детей воспитывается в семьях. И 438 детей — это дети, которые проживают в детских домах. За последние десятилетия количество детей-сирот, которые воспитываются в соцучреждениях, уменьшилось более чем в 2,5 раза. Так, например, в 2010 году их количество составляло 9 тысяч детей. Очень радует, что с каждым годом увеличивается количество приемных семей, которые берут на воспитание детей в свои семьи. Их количество составляет 236 семей, в них воспитывается 680 детей. И хотелось бы, чтобы в нашей республике, которая славится традиционными семейными ценностями, не было детей, которые содержатся в детских домах, чтобы все дети воспитывались в семьях. А вот как вы считаете, что способствует тому, что детей берут чаще в приемные семьи? Да? То есть какие-то, может быть, программы поддержки работают в этом направлении? Да, правительством республики делается очень многое для этого. Так, например, глава республики в прошлом году поднял денежное вознаграждение приемным родителям в 2 раза. Также есть указание сократить количество детей-сирот в 3 раза, которые содержатся в детских домах. Также повышается престиж приемной семьи. Так, например, уже 2-й год введена номинация в республиканский конкурс «Семья года», такой номинации, как «Приемная семья». В этом году одержала победу замечательная семья Ксенофонтовых, которая из Хангаласского района, села Актемцы. Они воспитывают 2 своих дочерей и еще взяли под опеку 7 ребятишек из детского дома. И хотелось бы, чтобы таких семей становилось все больше, чтобы наши семьи были все многодетные, счастливые, и чтобы детей-сирот у нас не было. А вы как-то общаетесь с многодетными семьями, куда взяли приемных детей, как-то взаимодействуете? Да, конечно. Мы периодически встречаемся, узнаем, какие у них есть проблемы, и совместно с общественными организациями, с Министерством труда и социального развития помогаем им решать проблемы. Вот какие новые задачи стоят перед детским омбудсменом в нашем регионе? В этом году по линии уполномоченного при президенте по правам ребенка
Российской Федерации в республике будет реализовываться одно из направлений стратегической программы сопровождения через всю жизнь. Мы вошли в качестве пилотного проекта по двум направлениям. Это протокол сообщения диагноза и дневные центры пребывания для детей с инвалидностью. Например, что такое протокол сообщения диагноза? Когда проводили опрос среди родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью, выявилось, что 44% родителей столкнулись с неэтическим, с тем, что очень неэтично сообщали им диагноз, или же советовали отказаться от ребенка, или же и то, и другое вместе. Более 60% семей нуждались в психологической поддержке. К сожалению, они эту помощь не получили. При рождении такого ребенка они не знают, куда обратиться, то есть не было дан им маршрут того, куда обратиться, какая помощь им полагается. И поэтому с внедрением этого протокола у нас сейчас создается рабочая группа вместе с Министерством здравоохранения, Министерством труда о том, чтобы эти семьи знали, куда можно обратиться за помощью, и для того, чтобы дети оставались в семьях, чтобы было меньше отказов детей. Тогда это не только социальная составляющая, да, это еще и экономическая, потому что меньше детей будет в детских домах, больше детей останется в семьях, и дети получат больше возможностей для развития и реабилитации. А вот как вы работаете по ситуациям, связанным с проведением специальной военной операции? Да, к нам поступают обращения не только от членов из семей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, но и от самих военнослужащих. Мы совместно с органами местного самоуправления, с оперативным штабом, единым штабом реагирования. Также решаем этот вопрос с военным комиссариатом, с военной прокуратурой. К каждому обращению мы относимся очень, решаем детально и помогаем семьям в решении их вопросов. Таких обращений поступает, скажем так, не так много. Это говорит о том, что на местах эти вопросы решаются очень хорошо. Когда мы общаемся с семьями, все очень положительно отзываются о том, что на местах органы местного самоуправления им очень хорошо помогают. Что ж, Туяра Валерьевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной деятельности на благо наших детей в Якутии. Спасибо. Я напомню, это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.